26 июля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,51 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,26,80 до 10,20 сомони, 1 евро от 10,51,75 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,17 до 0,1720 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром активно растут из-за беспокойства относительно нехватки предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Нефть марки Brent растет до $101,47 за баррель, марки WTI до $97,94. Стоимость золота во вторник утром с приближением заседания Федеральной резервной системы США символически растет, достигая некоторой стабильности после снижения днем ранее и удорожания в предыдущую неделю и составляет $1720.15 за тройскую унцию. Глава аграрного ведомства Таджикистана Саади Каримзода на совещании министров сельского хозяйства государств-членов ШОС в Ташкенте заявил о том, что перед странами организации стоит задача быть готовыми к каждому глобальному вызову продовольственной безопасности и адекватно на них реагировать, говорится на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Узбекистана. Сегодня правительство Таджикистана реализует налоговую политику в этом направлении. Мы ввели ряд налоговых льгот для сельхозпроизводителей, отметил Каримзода. Этим мы стремимся обеспечить внутренний рынок сельскохозяйственной продукции и работаем над тем, чтобы цепочка создания добавленной стоимости не прерывалась. Глава Минсельхоза Таджикистана предложил коллегам укреплять сотрудничество на уровне стран ШОС по вопросам опустынивания и засоления. Таджикская сторона открыта к диалогу и сотрудничеству в рамках ШОС по любому вопросу, заявил он. Седьмое совещание министров сельского хозяйства государств-членов ШОС состоялось 25 июля в Ташкенте. Главы делегации одобрили проект концепции взаимодействия государств-членов ШОС в сфере умного сельского хозяйства и агроинноваций. Высший экономический суд признал, что национальная авиакомпания Таджикер находится на грани банкротства. У нее нет денег, чтобы покрыть долги. Из них $20 миллионов Таджикер должна выплатить литовской компании Skyroad Leasing. Председатель Высшего экономического суда Таджикистана Рустам Мирзазода на пресс-конференции вчера сообщил, что Высший экономический суд согласился с решением экономического суда города Душанбе о признании вердикта Вильнюсского арбитражного суда, который еще в 2018 году обязал Таджикер выплатить литовской компании Skyroad Leasing $20 миллионов за использование самолетов. Как сообщил зампредседателя Высшего экономического суда Зокирджан Аминзода, компания Таджикер находится в сложном финансовом положении и имеет большие долги, в том числе и перед своими работниками по зарплате. В Центробанке большинства стран СНГ отмечают всплеск денежных переводов из России в апреле-мае. Пик денежных переводов из России в страны СНГ пришелся на май в ряде случаев санкт. Участники рынка полагают, что ажиотаж трансграничных переводов уже пошел на спад и в дальнейшем объемы вернутся к средним значениям предыдущих лет. Рост потока средств стран Средней Азии был связан с открытием россиянами счетов и карт международных платежных систем, тогда как в страны Закавказья в основном обусловлен миграцией. В Армении в мае был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдения. Из России поступило $266 миллионов, в то время как в марте показатель находился на уровне $115 миллионов. Предыдущий рекорд денежных переводов из России был зафиксирован в июле 2013 года, это $194 миллиона. В Грузии также установлен исторический рекорд, сумма переводов из Российской Федерации выросла с $27 миллионов в марте до $313 миллионов в мае. В июне поток несколько снизился до $231 миллиона, но остался на уровне в разы превышающим прошлогодние показатели. Из стран Центральной Азии данные по Таджикистану и Туркменистану в материале не приводятся.
Правительство России обнулило пошлины на импорт товаров из Афганистана. Российская сторона также готова удовлетворять просьбу афганской стороны в зерне и нефтепродуктов, заявил во вторник спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов. В Ташкенте 5-26 июля проводится международная конференция «Афганистан. Безопасность. Экономическое развитие». В ее работе принимает участие около 100 зарубежных делегаций. В качестве инициативного шага российское правительство обнулило таможенные пошлины для афганского импорта, плюс к этому мы получили и уже список, представленных Министерством торговли Афганистана, о тех товарах, которыми интересуется Афганистан в первую очередь, сказал Кабулов на конференции. В практическом плане Российская Федерация делает все, что от нее возможно, сказал дипломат. Он напомнил, что на прошлой неделе из России 2 самолетами была доставлена гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения на востоке Афганистана. Мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно, и мы настроены на налаживание торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями, добавил Кабулов.